Россия Федерации Бабурят улысы композиторныды Гышун Лариса Константиновна Халтановаға байры тоғылты көкжімті үдішіді ерігін табылдыны халын амырмындые көргіжбеніктен. Зіргілет бәйін ирхумажин ангарск хотыда ажығудық Лариса Константиновна олын тоты донутты симфонический оркестрты көкжім нейрылжы захём намдырты. Дорогие друзья, сегодня на юбилейном концерте мы окунемся в удивительный и красивый мир музыки талантливого композитора Республики Бурятия и Российской Федерации Ларисы Константиновны Халтановой. Давайте поаплодируем. Мы выражаем искреннюю благодарность директору колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского Баиру Борисовичу Турбянову за предоставленный концертный зал. А также министру культуры Республики Бурятия Дагаевой Селме Баяртуевне, членам Союза композиторов Республики Бурятии и России во главе председателем Ларисы Николаевны Санжиевой, руководству Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Гомбо Цыбенжапова, а также нашему замечательному симфоническому оркестру, которым гордятся наши земляки, ректору Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств Перловой Елене Юрьевне и проректору Пахачи Намнановой Валентине Базаргашевне. Городской дворец детского творчества города Улан-Удэ под руководством директора Пихеевой Ольги Яковлевны. Объявляется благодарность народному поэту Бурятии Баиру Соломовичу Дугарову, члену Союза писателей Республики Бурятии, заслуженному учителю Бурятии, поэтессе Нине Тактафоевне Артугаевой. И искренняя признательность за поддержку всем участникам и неравнодушным зрителям за отзывчивость. Приветственное слово предоставляется преподавателю колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского, заслуженному работнику культуры Республики Бурятия, почетному работнику среднего профессионального образования Российской Федерации Валентине Кирилловне Лазаревой. Давайте бурными аплодисментами поприветствуем. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Нам очень приятно видеть вас сегодня в этот торжественный день для Ларисы Константиновны, для ее друзей, ее коллег. И у меня, конечно, есть несколько причин, очень важных, чтобы тепло поговорить об этом композиторе нашей республики. И первая причина в том, что Лариса в свое время окончила наше музыкальное училище. Она закончила наше теоретико-композиторское отделение. Она приехала из Ангарска, когда поступала, мы были удивлены даже, может быть, потому что слишком хорошие были музыкальные данные, это и музыкальная память, и интонация, и так далее, и так далее. Ну а когда Лариса стала учиться, она обнаружила еще и удивительную творческую фантазию. И желание сочинять, и мы, конечно, определили ее в класс нашего коллеги Юрия Евгеньевича Евгенеева. А окончив училище, она поступила в Академию культуры и искусств, тогда это было, и занималась у профессора Виктора Алексеевича Кустович. Это один из ведущих композиторов нашей республики. Я думаю, что можно сказать мэтр нашей музыки. И сегодня вот так случилось, что торжественный вечер, и Лариса этот вечер отмечает здесь, в этом родном зале, где я ей знаком каждый ряд, наверное, каждое место, где я знакома. Вот. Ну а окончив училище, прошу прощения, окончила она когда академию, то как раз-таки показала, насколько интересный она композитор. И эта академия была окончена не просто в классе. Дело в том, что она
закончил академию большим концертом в филармоническом зале, где играл симфонический оркестр. То есть уже тогда была сделана большая-большая заявка. Это одна из причин. Другая причина, которую мне хочется сегодня еще вспомнить, это то, что относительно недавно Лариса стала членом Союза композиторов. Это большая удача. Дело в том, что наш Союз композиторов как-то не часто, скажем так, пополняется именно композиторами. У нас там довольно большая музыковедческая секция, а вот с композиторами как-то, ну это можно понять, композиторы ведь, вы же понимаете, это штучный товар, да? Это не фабрика звезд в Улан-Удэ. Вот. И тем не менее Ларису нашли возможно принять в Союз композиторов. Это большая удача и для нее, и для ее коллег. Говоря о творчестве Ларисы, я хочу сказать, что, конечно, в своей музыке она продолжает традиции русских, прошу прощения, брестских музыкантов. Я имею в виду первое поколение, которое вам всем знакомо. Это Бау Базара Чемпилов, это Дандар Депилыч Ильшеев, это Жижи Давидович Батуев. Они все писали музыку о Бурятии. И Лариса продолжает это делать. Но каждый композитор по-своему подходит к этой теме. И вот если первое поколение показывало как бы внешние стороны Бурятии, показывало красоты Бурятии, вот можно припомнить одну из частей симфонической сюиты Бау Базарыча, называлась «Утро в горах Восточных Солян». И вы представляете, это восход солнца, это пробуждение природы. Рассказывали эти композиторы и о жизни своих соплеменников. Это была радостная, оптимистическая музыка. Здесь можно вспомнить, наверное, колхозную сюиту Жижи Батуева. И вот Лариса в своем творчестве, продолжая это, она не только показывает внешние стороны жизни. И для меня это кажется очень важным в ее творчестве. Она пытается проникнуть и показать нам мировоззрение, я бы сказала, мироощущение наших далеких предков. И вот об этом, наверное, можно услышать в ее симфонии. Я бы сказала даже, знаете, задета тема тенгрианства, которая сейчас довольно широко распространена во всем мире. Ну и говоря о симфонии, заодно тоже хочу сказать, что, к сожалению, сейчас жанр симфонии у нас в музыке немножко отодвинут в бурятской. Вот последние симфонии были написаны как раз-таки ее педагогами, и Эрденеевым, и Усовичем. И вот Лариса написала это произведение. Вы, конечно, понимаете, это объемное произведение. Это, знаете, как роман в литературе, или как, может быть, эпопея в литературе. Нужно найти такую тему и так ее раскрыть, чтобы она затронула сердце каждого человека. И потом, сами представляете, какой это объем работы. Это же не один день и не одна неделя. Вот. И потом какой это труд. Это же труд интеллектуальный, это труд моральный, это труд физический, в конце концов. И это еще не все. Написав симфонию, нужно донести ее до слушателей. А у нас, к сожалению, сейчас в филармонии нет симфонического оркестра. И поэтому сегодня хочется отдельно сказать особое спасибо организаторам этого концерта. Это Союзу композиторов, оперному театру, симфоническому оркестру и его руководителю. Мы сегодня услышим живую симфоническую музыку. Конечно, эта тема потребовала и нового развития, скажем так, музыкального языка. И действительно она развивает музыкальный язык, находит новые гармонические сочетания, находит новые тембровые окраски. Но это уже, так сказать, тоже продолжение традиций, но уже ее педагогов, наверное, так. Ну а в творчестве своем Лариса обращается к самым разным жанрам. Я уже сказала, симфоническая музыка, это музыка камерно-инструментальная, сегодня прозвучит соната для фортепиано, это музыка для хора, это музыка камерно-вокальная, это вот прозвучат романсы, песни. И еще одна, кстати, у нее есть область, это детская музыка. Ну, детская музыка, она очень двух вариантов. Либо музыка для детей, вот, которые слушают дети, либо музыка, которую дети исполняют. И здесь у нее вот второй именно вариант. Она пишет музыку, которую дети поют и дети играют. Дело в том, что она долгое время работала в
Ангарске и в Иркутской области в детских музыкальных школах. И вот все вот эти жанры, уважаемые слушатели, мы сегодня с вами услышим, мы сегодня с вами порадуемся новой встрече с музыкой бурятского композитора Ларисы Халтановой. Я желаю вам приятного вечера. Интересно, о чем думает композитор, прежде чем приступить к созданию своего шедевра? Может быть, с такими словами рождается музыка. Чистый лист бумаги, нотная строка, звуки всей вселенной в мыслях у меня. Дай мне силы, Боже, эту удержать, красоту созвучий людям передать. Симфоническая поэма «Шарагольские легенды» исполняет симфонический оркестр Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Гамбоца Денжапова, дирижер, заслуженный деятель искусства Республики Бурятия Валерий Александрович Волченецкий. Встречаем аплодисментами.
симфонический оркестр Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Габбо Циденджапова. Дирижер, заслуженный деятель искусства Республики Бурятия Валерий Александрович Волченецкий. Уважаемые зрители, мы продолжаем юбилейный концерт композитора Республики Бурятия и России Ларисы Халтановой. Сегодня впервые прозвучит первая часть «Байкал» кантаты «Звезда кочевника», слова Баира Саномовича Дугарова, акапелла для смешанного хора. Исполняет смешанный хор колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского, руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Бурятии Ольга Николаевна Полякова, хормейстер Медер Баирович Гамбаев, концертмейстер Олеся Викторовна Ярастова.
музыкальной школы БАУ Ямпилова при колледже искусств имени Петра Ильича Чайковского, Кабулкина Лиза, Рязанова Алла, преподаватель Екатерина Владимировна Кириллова. Нина Артугаеваны, Горхын до Галя Шатаева Гуисткын. Халым аяқтышынағара оқтың абайылда. Слова Цирендулмы Дондаковой «Шаре Надан» исполняет младшая группа ансамбля песни и танца «Сарам Туя», городской дворец детского юношеского творчества, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Бурятия Жаргалма Цигеновна Цингуина. Thank you.
Медержиевой исполняет старшая группа ансамбля песни и танца «Саран Туян». Алигаташин Уктейдин. Романс «Пламя». Слова Константина Бальмонта исполняют народный артист Республики Бурятия Тагмит Танхаев, концертмейстер, заслуженный артист Республики Бурятия Саян Манжикеев. Встречаем бурными аплодисментами. Orgam
Романс «Глаза». Слова Константина Бальмонта. Народный артист Республики Бурятия Калмык Танхаев, концерт вместе заслуженный артист Республики Бурятия Саян Манжигеев. Соната для фортепиано исполняет лауреат международных конкурсов Анна Александровна Копылова.
Анна Копылова. Цикл романсов на стихи Константина Бальмонта в исполнении народного артиста Республики Бурятии Тагмита Танхаева исполняется впервые. Романс «Говорим на разных языках». Слова Константина Бальмонта исполняет народный артист Республики Бурятии Тагмит Танхаев, концертмейстер, заслуженный артист Республики Бурятия Саян Манжигеев. Слово предоставляется композитору, заслуженному деятелю искусств Республики Бурятия, члену Союза композиторов России, председателю правления Союза композиторов Ларисе Николаевне Санживой. Давайте бурными аплодисментами поприветствуем. Добрый вечер, дорогие поклонники Ларисы Полтановой. Наша уважаемая Лариса Константиновна сегодня отмечает свой юбилей. И позвольте вам вручить синий хоdak как самый символ нашего наивысшего уважения. У нас приятная сегодня миссия. Мы от Союза композиторов с Москвы привезли вам благодарность Союза композиторов России за то, что вы внесли большой вклад в развитие музыкального искусства Бурятии. И желаем вам дальнейших творческих успехов, счастья, творческих высот. Вы сегодня показали очень прекрасное ваше творчество в различных жанрах. Сегодня меня покорила соната для фортепиано, а также симфония, которая, можно сказать, это очень такое значимое событие вообще в жизни республики, именно в музыкальной жизни.
Спасибо вам, что вы создаете вот в таких крупных жанрах, намекаете нам, что надо писать в крупных жанрах, потому что у нас в республике не осталось симфонического оркестра, я имею в виду филармонии, а когда-то у нас был оркестр при филармонии. И вот благодаря вашему творческому вечеру мы вновь соприкоснулись вот именно с замечательным таким светлым, именно симфонической музыкой, а именно ваши с премьерой вас симфонии, потому что это очень знаковое событие вообще в жизни нашего союза и республики, и всех почитателей вашего творчества. Мы благодарим от всей души симфонический оркестр нашего прославленного Бурятского академического государственного академического театра оперы и балета во главе с дирижером Валерием Волчинецким. Сегодня они прекрасно исполнили, и мы насладились вашей симфонией. Ну, очень, конечно, впечатляет и ваша шарогольская поэма, которая тоже заслуживает высокой оценки. Мы желаем вам, чтобы вы всегда также радовали своим творчеством не только здесь, в Бурятии, но и за пределами республики. Ваша музыка заслуживает того, чтобы она звучала по всей России и за рубежом. Позвольте вам вручить, во-первых, грамоту за подписью Рашида Перемолина. Я хотела бы пригласить членов наших союза композиторов сюда на сцену. Пожалуйста, приглашаем вас Лидия Даниловна Дашиева, доктор искусствоведения, наш новый член союза композиторов Давид Гандуков, Виктор Алексеевич, Лариса Халтаева, наша музыкальная. И мы вручаем вам цветы, чтобы вы всегда так же благоухали, и чтобы ваша музыка, как ароматы, также нас всех очаровывала, чтобы вы также покоряли новые сердца слушателей, и у вас пусть ширится ваша солиста, народного артиста Республики Бурятия Тагмет Танхаева, также концертмейстера Саяна Манжигеева. И очень понравилось то, что сегодня выступал хор, сводный хор колледжа искусств имени Чайковского, где прозвучала только лишь одна часть из вашей кантаты на стихи Байер-Дугарова. Это тоже заслуживает высокой оценки. Спасибо, художественному руководителю хора Ольге Поляковой, а также Майдеру Домбаеву, которые представили публике ваше сочинение. Мы желаем, конечно, услышать все части кантаты, но пусть это будет, пусть ваши концерты будут чаще звучать, чаще исполняться уже и на сцене оперного театра, чтобы ваша публика росла. То есть у вас все для этого есть. Вы можете писать и в крупных жанрах, и сегодня дети выступали, и дети прекрасно тоже исполняли на стихи Нины Артугаевой. Именно хорошо, что участвует именно младшее поколение, то для них это большая память, потому что они выступали в юбилейном концерте Ларисы Алтановой. А мы благодарим от всей души Жагалму Цигену Цунгуеву, именно художественного руководителя городского детского дворца
детского творчества детей и творчества вот этот ансамбль, ваши песни вот с Агалгом и другие, ну, в общем, эти песни необходимы, потому что сейчас республика нуждается в песнях именно на бурятском, на родном языке. Пусть будет очень много песен, создается много вокальных циклов. И я еще передаю слово нашим коллегам. Константиновна, уважаемые друзья, знакомые, родственники, коллеги, все, кто разделил с вами такую радость, наверное, вашего юбилейного концерта, что пожелать вам дальнейших творческих успехов, счастья, здоровья, творческого долголетия. Знаете, я очень рада сейчас вот выразить свою искреннюю благодарность Ларисе Константиновне за то, что она подарила сейчас нам такую чудесную музыку практически во всех жанрах. То есть вот сейчас Лариса Николаевна так все подробно рассказала и дала высокую оценку, поэтому я не буду повторяться, поэтому пожелаю вам, вот знаете, наверное, вот это такого счастья, когда свое творчество вы можете услышать и лицезреть со сцены. Это такое большое счастье, наверное, для вас как композитора и такой неподражаемый пример, наверное, для других композиторов, которые тоже могут также прекрасно очень показать все грани своего таланта. Вот я думаю, что ваш юбилейный концерт — это действительно как знаковое событие в художественной, такой культурной жизни нашей республики. Пожелать вам прежде всего здоровья, такого терпения для того, чтобы сочинять музыку и слышать ее, и услышать это здорово. Уважаемая Лариса Константиновна, мне как зрителю, как музыковеду было очень интересно сегодня слушать эти произведения. Я вот впервые столкнулся с вашим творчеством. Для меня это очень такой свежий ветер и по впечатлениям, и по слуховым ассоциациям. Я рад, что наша этническая Бурятия пополнилась таким очень крепким, очень хорошим композитором. И я надеюсь, что ваша музыка будет звучать и в Бурятии, и далеко и за ее пределами. И я рад, что мои коллеги, Тагмитов, Саян Манджигеев, симфонический оркестр Бурятского театра оперы и балета принял участие в вашем концерте, поддержал бурятских композиторов. Я желаю вам дальнейших творческих успехов, вдохновения и признания публики. Спасибо большое нашим композиторам. Давайте поаплодируем. Мы вас любим, ценим и всегда вами гордимся. Благодарю вас, что вы пришли сегодня на это событие, которое для меня было очень важное. Вы уже об этом сказали. Я тоже это все глубоко, конечно, понимаю. Я счастлива. Спасибо. Приглашаем на нашу сцену директора колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского Баира Борисовича Турбянова. Наша аржа улугидитне урялжбенов депутаты дөхөт халонар арагата шоқ тыйыпте. Также приглашается директор школы искусств села Баяндай Иркутской области Светлана Бубаева. Она приехала также издалека поздравить нашу Ларису Константиновну с юбилейным концертом. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемая Лариса Константиновна, уважаемые гости. Сегодня большое событие в нашей жизни, нашего колледжа. Лариса Константиновна вернулась в свой родной альма-матер с новой такой миссией,
композитор, как автор таких произведений сегодня прозвучавших. И нам очень приятно, что Лариса Константиновна выбрала родной колледж. Это очень ответственно было для нас. И наш сводный хор, конечно же, принял участие, с удовольствием принял участие в вашем вечере. Спасибо, что вы вот какую-то новую жизнь вносите в нашу музыкальную жизнь нашей республики. И я сегодня еще уполномочен вручить вам приветственный адрес от Министерства культуры, от министра нашей республики Светланы Байртуны Дагаевой. Ну, здесь я прочитал очень добрые слова пожеланий, на досуге прочитаете. Я хочу их адрес вам вручить. И от колледжа здесь мы небольшой подарок, приуроченный к вашему празднику. Вообще, родной колледж всегда ждет своих выпускников в любом качестве, с любыми проектами, с любыми идеями. Милости просим. Спасибо. Хундете Лариса Константиновна, артист нут, и на колледже преподаватель нут. Ирхуги области Байнде Ютага, Амар Менде Хургажи. Лариса Константиновна проработала в Байндайской детской школе искусств всего 1 год. За этот год, я нисколько не лукавлю, вот действительно, наши дети в вокальном жанре стали лауреатами зонального, регионального, всероссийского, международного уровня. Очень жаль, конечно, что она всего 1 год проработала у нас, но в вокальном жанре, когда подводятся итоги и проводится фортепианный конкурс от форте до пиано, Лариса Константиновна, конечно, очень человек скромный, все мы знаем, и мне все говорят, где вы такого преподавателя нашли? Это дорогого стоит. Лариса Константиновна, позвольте вас поздравить. Байндайский отдел. Благодарственное письмо. МКУ Байндайский отдел культуры благодарит Фонтанову Ларису Константиновну за профессионализм и преданность благородному делу, за плодотворное сотрудничество и воспитание подрастающего поколения. Желаем вам успехов и процветания, воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний, доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия и благополучия. Начальник Илья Львович Хабиб. Коллектив Байндайской детской школы искусств подготовил вам приветственный адрес. Члену Союза композиторов Республики Бурятия, члену Союза композиторов Российской Федерации Халтановой Ларисе Константиновне. Уважаемая Лариса Константиновна, сердечно поздравляем вас со знаменательными событиями, 60-летним юбилеем и проведением творческого вечера. В этот знаменательный день выражаем вам сердечную благодарность и искреннюю признательность за обучение и воспитание наших детей. Мы с удовлетворением вспоминаем, что ваши педагогические способности и чуткое отношение к каждому ученику делали образовательный процесс интересным и успешным. Ваша работа — это пример высокого профессионализма, энтузиазма, беспредельной самоотдачи. Вы являетесь примером высокого нравственного поведения, трудолюбия, упорства в достижении поставленной цели, общеобразовательного уровня и профессионального мастерства. Дети и родители очень ждут и надеются, что вы вернетесь работать в Байндайскую детскую школу искусств. С вами ученики с удовольствием будут заниматься и постигать тайны музыки. От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, терпения и оптимизма. Большое спасибо, Лариса Константиновна. Низкий вам поклон. Вчера
с малой родины вот подготовили вот такое, да. Кристина, пожалуйста. Примите это. Я думаю, что со мной все согласятся. Огромная благодарность, конечно, в первую очередь родителям Ларисы Константиновны. Большой респект Вере Никитичне, которая сидит в этом зале, присутствует в этом зале. Она всегда вот рядом с Ларисой Константиновной, по любому вопросу всегда. Если бы не родители, конечно бы, может быть, и талант не был бы раскрыт. И этот букет я хочу преподнести Вере Никитичне. Спасибо вам большое всем. Хын ашылтны таны урта. Хыжыды ашылтны ина харашыды урта. Минутар характуриш. Хун бухун инилы кедері мен турду бұйым. Хун бухунла орынго ини ябахын нахын соғы. Ходол ажыла хархыша. Ажыленға дұршылые. Ажыленға жалоя. Хун бухны урта. Тоғылды хыжыбайха. Тиба заям венеш. Тиба хекундата Лариса Константиновна би, но хуже вехта ханжлера ямпр айтехан танте. Иге турн путихута не схада заочника не сабде. Благодаря, знаете, мы как с вами познакомились, благодаря Наржине Гармаевне Лупсановой, да, через библиотеку. Ага, и мы с вами долгое время, несколько лет по телефону разговаривали, пока мы дошли до такой творческой, как сказать, дружбы, да. И я, конечно, благодарна судьбе, что я с вами познакомилась, и мы с вами будем еще продолжать нашу творческую работу. Спасибо вам за такую музыку. Я так коллега кушам гешмне, хумбукни улгы тоже явдыгин. Кушамы долгинде улгы тоже явдыгин Лариса Константиновна. Önce bayramın amaçlarla, hodatoygetla, ton buhunne, bukşun buhunne, arık zona bayı soğuşa, hum buhunne zorka seçiliyi kulugoja yapın, baltığa gışkarıya. Hilalın hodato, narım teşe, dorım teşe, jargım teşe, tığul jıvehin, baltığa «Кто кого». Слова Константина Бальмонта исполняет народный артист Республики Бурятия Тагмет Танхаев, концертмейстер, заслуженный артист Республики Бурятия Саян Манжигеев. Давайте бурными аплодисментами поприветствуем талантливого композитора Республики Бурятия и России Ларису Константиновну Халданову. Здравствуйте, дорогие, уважаемые. Еще раз хочу поприветствовать наших дорогих зрителей, мою дорогую маму
вот, родственников моих, педагогов, организаторов и участников сегодняшнего концерта. Огромная благодарность за отклик, помощь организации, директору колледжа искусств Баиру Борисовичу Турбянову, конечно, хочется сказать, администрации колледжа. Хочу сказать большое спасибо моим педагогам, мудрым и терпеливым, Виктору Алексеевичу Усовичу, Валентине Кирилловне Лазаревой, поблагодарить наших также юных артистов, которые за очень короткий период времени выучили новые песни и сегодня подарили нам хорошее настроение, нам и зрителям всем. Слова благодарности хочу также сказать педагогам колледжа, артистам театра, оперы и балета и, конечно же, просто, не знаю, трижды спасибо каждому, наверное, музыканту великолепного симфонического оркестра, который сегодня мы все слышали. И, конечно, благодарю Валерия Александровича Волчинецкого за отклик, дирижер, который вот сегодня для меня открыл прямо совершенно новое звучание симфонической поэмы «Шарогорские легенды», потому что я написала более 15 лет назад ее, сегодня я услышала вообще в новом свете. Просто волшебство какое-то. Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, чтобы все ваши окружающие, самые близкие родственники, друзья, коллеги вас вдохновляли.